Дорогие друзья, ну вот, наступил 2024 год, и мы продолжаем свой поход по нашим мастерам, по нашим замечательным людям, которые делятся с вами своими умениями, своим хобби. Друзья, сегодня мы пришли в гости к начинающему дизайнеру, к Акулине Ивановой, и она нам расскажет, как украсить любой праздничный стол. Сделать это быстро, оперативно и красиво. Акулина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли ко мне в гости. И я хотела бы поздравить всех телезрителей с наступившим Новым годом, пожелать им удачи, счастья, любви, финансового благополучия, ну и всех благ. Замечательно. Ну что, мы приступим к нашему делу. Вот такой вот обеденный стол, за которым собирается вся семья, гости. Да, я бы хотела сегодня показать праздничную сервировку стола, которая недорогая и которую может сделать любая хозяйка. Да, дорогие друзья, красиво это не значит дорого. То есть как-то вот бюджетно тоже можно себя окружить красотой. Ну что, начнем? Давайте начнем. С чего мы начинаем? Так. Ну, во-первых, мы должны дорожку, да? Для сервировки стола я вдохновлялась своим подвесом. Она, видите, как ледяная, да? И сервировка тоже хочу сделать как в стиле зимы, там, зимней сказки, ледяной, вот такой вот. То есть, смотрите, это просто... Это просто фатин. Мне понадобилось где-то 2,5 метра. В зависимости от стола. Да, он стоит за метр от 250 рублей, где-то так. Так. Красиво поправляем. Мне хочется, чтобы... В общем, это должно быть очень... тут еще вот такая хитрость. Да, для блеска добавим... Для блеска мы добавим гирлянду. Ой, и знаете, гирлянда это действительно сразу создает определенное настроение, праздничную атмосферу. Давайте сюда положить, пожалуйста. Хорошо, конечно, я помогу. Так, это должно вот вниз идти или вниз спускаться. Так, хорошо. И вот вторым слоем фатина тоже так же прикрою, чтобы была такая вот, чтобы гирлянда выглядывала из-под этого, из-под фатина была прикрыта и, в общем-то, ну и как затемненный свет такой был. Да. Так, образовываю немножко складочки. То есть вот смотрите, вот эту дорожку нужно покупать именно в зависимости от размера вашего стола. От размера стола, да. В любом магазине ткани есть разных расцветок, разной толщины. Что это у нас? Это подсвечники. Любой праздничный стол очень украшает свечи. Посмотрите, подсвечники здесь разной высоты. А почему вы играете на высоте? Это так важно, да? Это добавляет, как сказать, фактурности, что ли. Это как бы более вот так вот на разных высотах будут стоять и добавит объема картинки. Да. Это сразу как-то поменять. Если бы это было, допустим, низкие, а можно вообще вот у кого-то, может быть, совсем низкие? В принципе, можно любые подсвечники брать, но у меня тема сервировки как бы ледяной, да, поэтому я выбрала такие прозрачные, утонченные подсвечники. А так, конечно, любые подсвечники украшают любой праздничный стол. Ну вот обратите внимание, у нас 3 высоких подсвечника и 3 более низких подсвечника. Они прозрачные, на высокой ножке, и это тоже как-то добавляет воздуха какого-то, легкости, да? Это красиво. И вот я заранее заготовила веточки туи, они продаются в цветочных магазинах. Мне хватило веточки в 700 рублей, как вот такой вот, да? И я хочу вот ею украсить стол. Веточка туи. Вот. Просто аккуратно. Вообще очень здорово. Смотрите, друзья, вот такими веточками туи можно, конечно, украсить и новогодний стол, а у нас ведь предстоит 13 января, Старый Новый год, ну и вообще любой праздничный стол, да? Да. Тоже можно украсить веточками? Да. Ну, многие кладут искусственные веточки, но всегда в любом случае натуральный продукт, натуральные вот веточки, они более празднично, более естественно смотрятся, поэтому я как бы предпочитаю натуральные. Знаете, ну, запах такой тонкий Тонкий есть, но аромат не сильный. есть.
прямо, да, чувствуется, что это живое, да? И веточки туи мне нравятся еще тем, то, что они такие утонченные, прямо как-то тонкие такие, красивые. То есть вот веточка туи, это, слушайте, ну я вот в первый раз такое, ну, как сказать, вот от вас услышала. Все-таки смотрите, когда общаешься с профессионалом, с дизайнером, а, кстати, когда вы пришли в эту отрасль, скажем так? Ну, можно эту сказать, сферу? что я с детства любила видеть в чем-то красоту, да? Допустим, Украшать еще такие пространство. смешные моменты есть, что я к кому-нибудь прихожу в гости, и в голове уже рисую дизайн-проект, как бы я тут все поменяла. И этот навык был у меня с детства. Здорово. Ага. То есть И это ваше призвание? Можно сказать, призвание, да. Ну, я пошла обучаться на экономиста, бухгалтера, да, отработала и поняла, что это не мое. Прямо хотелось творить, что-то красивое делать, и решила вот никогда не поздно начинать заново все, переучиваться, и я сейчас активно обучаюсь этому, и ближе к лету уже диплом получу. Здорово. Да. То есть вы будете дипломированным именно дизайнером, декоратором, дизайнером, да? Мгм. Скажите, а ваш дом, вы это тоже сами все Да, весь дом мы делали с мужем сами. Весь дизайн-проект я сама делала. Сначала сделала эскиз дома, пошла к проектировщику, и он сделал проект дома по моему эскизу. И сам весь дизайн-проект я сама придумала и воплощаю в жизнь. Ой, как здорово, дорогие друзья. Вот у кого спит в душе вдруг, вы даже не подозреваете дизайнер, но, в общем, стоит, наверное, да, дерзнуть и попробовать переучиться. На самом деле, мне кажется, эта профессия сейчас очень-очень востребована, потому что, ну, всем хочется жить как-то не просто вот в каком-то жилище, да, а хочется, чтобы это было красиво, уютно. Да, мне тоже так кажется, что эта профессия становится намного востребованной, потому что людям как-то захотелось окружать себя красивым помещением. И на самом деле красивые вещи, красивое пространство как-то влияет уже внутренне на человека, да? И как-то в таком пространстве легче, веселее даже жить, как бы то вот. Ну так да, вот. конечно, да, конечно, конечно. Окружающая среда, она нас, в общем-то, тоже формирует каким-то образом. Да. Ну и тем более, смотрите, вот такой стол у нас красивый получается. Давайте продолжим. Продолжим. Ага. Так. Что-то помочь вам? А, еще веточки, да? Такие же Так, веточки туи я разложу вот в круг и сюда же поставлю тарелочки. Это будет как подложка под тарелки. Все в одном стиле, гармонично и сочетается. К вам часто гости приходят? Так. Ну, мы в этом доме только 3-й месяц, поэтому пока новоселье там такое не делали. А так, да, мы хотим часто принимать гостей. Это очень приятно и красиво сидеть за таким столом. Это очень, наверное, такое удовольствие. И все из таких подручных, можно сказать, вещей, что может купить любая хозяйка. И причем это недорого. в общем-то, Недорого, да. обходится. Цветочных магазинов у нас в городе очень много, на каждом шагу, можно сказать. А вот кроме вот этого растения, что еще можно использовать? Это Нобелис, туя? Нобелис тоже красиво Ну, смотрится. нобелис это, конечно, новогодняя тема все-таки. Нобелис все-таки новогодняя тема, да, вот это вот подходит и к Рождеству, и просто к приему гостей, родственников. Вот 3 тарелочки. Ну и, соответственно, посуда, да, наверное, еще как бы вот выбор украшений, он, наверное, тоже будет отталкиваться еще от той посуды, которая у вас есть в доме, да? Ну, если мы говорим о каком-то таком не совсем дорогом варианте. Я предпочитаю всегда иметь белую посуду. Она стандартная, Так, она универсальная, вот, да, вот. и подойдет на любое торжество. И вот белую посуду можно обыграть красивым кольцом для салфеток, красивой салфеткой, и она уже станет праздничной. И то есть, получается, вот эта вот посуда, именно белая, она подойдет под любой, можно сказать, формат, да? Да, То есть, да. под любой вечер, Да. и за счет каких-то дизайнерских таких вот, ну, скажем, деталей, вот, пожалуйста, вот мы украсили зеленью, и уже совершенно по-другому смотрится наш праздничный стол. Ага, да. Так.
Да, слушайте, а я даже как-то и не задумывалась, что вот насчет, ну, как вообще многим же нравится вот пестрота, яркость, яркие краски. Но, может быть, потому что мы живем в таком холодном климате, и нам не хватает солнца, не хватает ярких красок. Но все-таки, оказывается, даже белый цвет может нам пригодиться, и создать яркие краски можно с помощью каких-то деталей. Ну, я люблю яркие краски, но когда они к месту. Ну да. Допустим, детские праздники, да, какие-нибудь летние праздники, весенние праздники, я люблю украшать ярко-красочно, да, но Новый год — это традиционные цвета какие? Зеленый, красный, да, но в этом году я предпочла для своего дома такой нежный бежевый, зеленый, белый, поэтому и стол, соответственно, у меня украшен такими цветами. Ну что, еще нужны приборы. Давайте я вам помогу. Так, здесь у нас, да, стаканы, бокалы. Так, вообще по этикету, с какой стороны, напомните, должен стоять бокал? Бокал и стакан с правой стороны. С правой стороны. Нож с ложкой с правой стороны и вилки с левой стороны. Угу. Так, вот здесь вот это вот с правой стороны у нас получается. И приборы. Так. Ну, с приборами более-менее мы разобрались, да? Но нож справа должен быть. Нож справа, потому что мы режем правой рукой. Да. Ну, так, и нож. Нож лезвием вовнутрь, да? Ну, имеется в виду к тарелочкам. Ну, я таких нюансов не знаю, на самом деле, сразу честно признаюсь. Ну, вот так вот. Вы еще диплом не получили. Да, диплом не получила, только учусь, да. Да, так что... Ну, и всего невозможно знать, да, я признаю, что Ну, можно я не всего прогуглить, знаю, в конце концов, да? И мне кажется, вилочки главное с не левой заморачиваться так сильно, и чтобы было красиво, и главное, вам нравилось. Я И всегда так какие-то подхожу. общие правила соблюсти, да? То, что вот нож с правой стороны, вот так вот. Лина, чем мы сейчас будем заниматься? Так, я хочу сейчас показать мини-мастер-класс, как сделать красивое кольцо для салфеток. Он делается очень быстро и легко, и стоит совсем недорого. Я купила такие кристаллы, и вот их я просто соединю проволокой для бисера. Такое кольцо идеально подходит для моей тематики стола. Ну и можно использовать и для других, да? В смысле, в зависимости от события какого-то. Да, ага. В принципе, вариантов изготовления колец для салфеток очень много, да. И я люблю под каждый праздник, под каждую сервировку делать разные кольца. Они делаются обычно очень быстро, легко и очень классно украшают стол. Ну и потом, в конце концов, можно это все разобрать, а потом использовать где-то в другом. Да, я так и делаю да. обычно. Ага. Вот. Так что, друзья, учитесь жизни, как можно украсить своими руками свой праздничный стол. То есть не обращаться куда-то в какие-то компании. Конечно же, проще всего пригласить какую-то кейтеринговую компанию, которая привезет и посуду, и сервировку, ну там все прочее, да. А ведь можно самим подойти, обдумать как-то, продумать каждую деталь своего праздничного стола. Ну, наверное, вообще нужно отталкиваться, да, от темы вашего сбора, скажем так, праздничного, да, гостей. Да, лучше так делать, какую-то тематику выбрать и оттуда уже как бы отталкиваться. Ой, смотрите, как шустренько вы все это сделали. Вот такое колечко, оно узенькое такое, да? Да. Ну, такое совершенно не нужно. А мне казалось, что вот надо вообще какие-то кольца такие большие делать. Нет, вот так вот. Главное, чтобы салфетка вмещалась. Вот в это колечко. В это колечко, да. Ух ты. Заталкиваю и еще добавляю веточки, маленькие веточки туи. Вот так. И уже становится совсем другой вид. Да, очень праздничный, нарядный, красивый. Ну, согласитесь.
И их можно уже расставить. Я уже заранее сделала 3 штуки. Подготовили. Ага. И вот это вот четвертое. Четвёртая. Так, ну что, украсим Их наш стол. положим на тарелочки. Мгм. Вот. Салфетки. Салфетки вы покупали или сами Салфетки покупные. покупные? Но вообще, в принципе, можно салфетки, опять-таки, тоже чисто белые. Чисто белые, да, они тоже Льняные универсальные. какие-то Да. самим Ага. пошить, да? И чисто украшать вот кольцами и украшением кольцам. Мгм. То есть, смотрите, вот такой вот простой, совершенно лайфхак, но очень логичный, если мы хотим украсить, подготовить свой праздничный стол своими руками, постараться сделать это бюджетно. И мы еще раз говорим о том, что красиво это не значит, что это очень дорого. Да. Какие? Так, у меня сервировка стола почти закончена, но где дорожка у меня лежит, мне кажется, блеска не хватает, поэтому я хочу туда добавить такие веточки из кристаллов. Они выглядят как капельки льда. Ой, как красиво. Да, вот очень У тонко, нас же новогодняя утонченно. сказка, да. Да, зимняя Такая сказка зимняя и идеально сказка. подходит под тематику сервировки. Мгм. Так, кристаллы, они готовые или Кристаллы можно- покупала отдельно и бисер. И вот проволока для бисероплетения Мгм. я вот так вот сделала. Сейчас покажу, как это быстро и легко делается. Мгм. Ну, смотрите, мне показалось, что вы где-то на Wildberries заказали или где-то там на Алиэкспрессе. Ну, готовые можно, конечно, Можно, конечно, да, но- заказать. А Но мне самим нравится самой сделать, делать, да. ага, потому что это всегда красивее и И потом, эксклюзивно да, получается. и получается, что вы вкладываете частичку своей души, и ваше застолье будет очень таким душевным, добавит Да, так и есть, ага. вот этих вот нот, которых не хватает порой в нашей бешеной сегодняшней жизни, да, теплоты, домашнего уюта, и вот все, что сделано руками, это, конечно, ну, это очень дорого на самом деле. Да, и вот такими вот заготовками можно заниматься с детьми. Угу. И детям очень нравится совместная деятельность с родителями. Они видят, что родители делают, и учатся прямо как бы наблюдая и участвуя в этом процессе. Мгм. Ну и, конечно, и в будущем они вот эти вот традиции как-то привнесут уже в свою жизнь, да, в свою семейную Да, жизнь. ага. Это же здорово. Тем более, если это девочки, ну, конечно, это хранительница очага, прежде всего, да, и любая мама, конечно, хотелось бы ей, чтобы у дочери были вот эти вот навыки ведения хозяйства да. домашнего. И у детей, мне кажется, вот такие вот занятия совместные с родителями формируют семейные ценности. У них традиции появятся свои, и с особой теплотой, когда повзрослев, будут вспоминать вот эти вот праздники, подготовку. На самом деле праздник же мы сами создаем, и ожидание праздника, подготовка праздника – это есть сам праздник. Ну да. Мне так кажется. Да. Потому что праздник проходит, и уже как-то грустно становится. А когда заранее готовишься, там что-то делаешь, и ощущение праздника продлевается как бы намного дольше. И когда этим занимается вся семья, да, когда помогают дети, допустим. Скажите, вот, значит, вот эту проволоку нужно взять 2 кусочка, да? 2 кусочка, да, длинный кусок, и вот на кончик я надела кристалл, бисер, и вот так вот прокручиваю. А там как вы узелок сделали, чтобы не выпал этот кристалл? На самом кончике вот бисер маленький, и он не дает выпасть кристаллу. Понятно. Вот. То есть, смотрите, друзья, если у вас есть дома залежи бисера, это ни в коем случае не нужно. Ну, допустим, вы не занимаетесь вот таким вот бисероплетением, допустим, очень серьезно, но у вас есть. У меня, кстати, тоже есть бисер дома, но вот, оказывается, можно его использовать вот для таких вот вещей. Да, вечером во время просмотра сериала можно вот так вот заниматься этим. И это, кстати говоря, очень хорошо развивает моторику рук, да? Да. Не дает нам, как говорится, ну, в общем, в определенном возрасте, ну, в общем, сами понимаете, о чем я хочу сказать, но да, чтобы продлить наши когнитивные способности, чтобы были, как говорится, на высоте, вот так. Так. Ну, я сейчас сделаю маленькую веточку из 3 как бы веточек, да. Я заранее подготовила уже, их сразу положу на стол.
украсите стол Украшу, вот этими веточками. мгм. Это очень-очень красиво. Но интересно, допустим, конечно же, вести себя за таким праздничным столом, ну, как бы даже не захочется как-то иначе, да, а именно вот вкушать блюда, да, наслаждаться беседой. Да, и еще я люблю вот так вот сервировать стол прямо с утра. Допустим, тогда уже и у всей семьи появляется праздничное настроение прямо с утра. Мгм. И этот красивый стол не стоит там полчаса, да, а стоит прямо с утра и настраивает вас как бы к празднику, к веселью. Мгм. Ага. А потом, когда уже садимся за стол, можно некоторые вещи убрать, которые будут мешать расставить блюдо. Мгм. Ну и потом, когда вы этот стол уже наполняете яствами, да, Мгм. то есть в центре мы можем поставить, вот, допустим, курочку запекли или утку. Да, конечно, можно. Там достаточно места, чтобы расставить большие тарелки, салаты. Салаты можно порционно сделать, допустим, и возле каждой тарелки поставить. Уже приготовить. То есть, Мгм. чтобы салатник у нас не из общего салатника мы набирали, да, а для того, чтобы, ну, как скажем так, сохранить, ну, на протяжении, чтобы всей беседы нашей, с нашего застолья, стол оставался красивым, нарядным. Да. Мгм. Ну вот такая веточка у меня Ой, получилась. как красиво. Мгм. И сейчас я их разложу по столу. Мгм. Вот, друзья, оказывается, как можно очень Вот просто. эти заготовки я заранее сделала. Ой, как Да, красиво. как капельки льда. Ну, действительно, капельки льда. Так, и как вы будете украшать? Так, я разложу эти веточки между веточками туи. Мгм. Вот эти кончики спрячу под этими ветками, их не будет видно. И вот как прекрасно они Да, блестят. очень красиво. Смотрите, вот знаете, как они блестят, как льдинки Да, как застывшие. льдинки. Идеально украшают стол. Очень круто и классно. Это так просто, на самом деле, Лин. Да, Но я тут для этого стола ничего такого сверхдорогого не покупала. Как бы сервиз у меня уже давно, лет 10. Да. Единственное, подсвечник под тему купила. насколько они дорогие? Ну, набор 2500 где-то стоил, по-моему. Но вот эти подсвечники, они вам прослужат очень-очень долго, да. да. Тем более они прозрачные и тоже подойдут То есть под они многие, очень универсальные. под многие сервировки. Все Посмотрите, как красиво. А давайте зажжем свечи. Давайте. Так, ну что, Что, зажигаем? зажигаем. Ух ты. Ну все, друзья дорогие, наш праздничный стол почти готов. Осталась, ну вот, самая такая яркая деталь – это свечи. Все-таки, как красиво можно украсить праздничный стол, используя недорогие аксессуары, недорогую, скажем так, да, посуду, вот эти вот детали для украшения. Так что, друзья, все это можно сделать своими руками, да? Да. Главное, вот ваш совет, Главное хозяюшка. использовать фантазию, не бояться, что это очень дорого будет. Это ваш стол, и вы, полноценная хозяйка, можете творить на своем столе все, что хотите. Да, и, конечно же, создать уют, вот эту атмосферу праздника нам позволят вот эти вот детали абсолютно. Ну что здесь? Очень просто ведь. Посуда, подсвечники и немного украшения. деталей добавить. Да. И какие-то детали можно изготовить своими руками. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать, учиться.